Русским вальсом композитора Андрея Бузова начал второе отделение нашего концерта оркестр «Золотая мелодия» под управлением Льва Нагорякова. Солист Константин Бунгуров. А мы вернемся к воспоминаниям и интервью Муслима Магомаева. Вот одно из них. В моем репертуаре более 20 песен Александры Бахмутовой и Николая Добронравова. Некоторые из них стали хитами, другие просто устойчиво популярны уже многие годы. Дуэт Бахмутова-Добронравов – это прежде всего душа. Красивая музыка, красивые слова. Их мелодию с героем седой легенды, преданным Орфеем, слушатель принял сердцем. Мы записывали их песни и знали заранее, что это не для улиц, не для застолья. Композитор Александра Бахмутова, поэт Николай Добронравов. Мелодия. Ты
Певец однажды ответил так: «Не буду лукавить, мог бы назвать много песен. Как может человек раскрыться в одной песне?» А я добавлю: какое счастье, что этих песен так много. Одно попрошение, стихи Роберта Рождественского «Позови меня».
в случае с Муслимом Магомаевым это слово просто неподходящее. Так или иначе, желал этого сам певец или нет, но песня эта стала одной из его визитных карточек. И, пользуясь отсутствием моих виртуальных помощников, объявлю. Для вас поет Виктор Сергеенко. Из меня очень неважный учитель. Нет у меня должного терпения для долгих объяснений. Не могу слышать фальшивое пение, некрасивые голоса. Поэтому я не собираюсь преподавать. В отличие от Муслима Магомаева, другой герой нашего вечера, Виктор Сергеенко, может похвастать целой плеядой учеников. Дамы и господа, для вас поет Артемий Прозоров. Поэт Роберт Рождественский. Благодарю тебя.
Из интервью Муслима Магомаева. Скромности во мне более чем достаточно. Я никогда не считал себя великим, как это делают сейчас многие звезды и звездочки. Я всегда думал о той высочайшей вершине, которой мне никогда не достичь. Моими учителями были Каруза, Мариоланц, Тита Гоби. И я понимал, что мне до них никогда не добраться, как до звезд на небе. Как знать, может быть, совсем скоро Артемий Прозоров скажет в интервью канала CNN слова благодарности своему педагогу Виктору Сергиенко. Ну а пока он просто поет для вас. Родольфо Фао, скажите девушке Артемий Прозоров. Perduto soglia
Молодец. Теперь иди. Растут птенцы, потом разлетаются. Из книги Муслима Магомаева «Великий Ланца». Мир не забыл Мария Ланца. Рождаются новые шоу-звезды, талантливые и неталантливые, но даже в этом хаосе голос легендарного тенора звучит, живет. И, видимо, будет жить всегда, до тех пор, пока еще существует на свете красота. Муслим Магомаев никогда не скрывал своего преклонения перед Марией Ланца. И, может быть, поэтому в его репертуаре так много неаполитанских песен, которые Мария Ланца очень любит. Эрнесто Куртис, «Вернись в Соренто», поет Виктор Сергиенко. Yeah.
Бакинской филармонии. Тогда в Баку проходили Дни искусства России. Мы гуляли по городу, я изъявила желание покататься на фаэтончиках, которых я сейчас что-то не вижу. А здесь понравились и ходили фаэтоны. Вот мне никто душу в Магомаев понравились катался. Фаэтоне, как он говорит, фаэтоне. Тогда мне нравится. Тамару я влюбился и как-то подумал, что это последний раз в жизни уж точно. В исполнении Вероники Пушиной и Виктории Сергеенко прозвучало знаменитое испанское болеро Винченцо Пьяра. Из интервью Муслима Магомаева. В наше время не полагалось петь самому о себе. Это сейчас все певцы и певицы рассказывают про свою жизнь. Да, я спел, не спеши, но это все-таки Евтушенко. Песня не ассоциировалась со мной. В то время песни специально про мою жизнь не писались. Не знаю, возможно, скоро кто-нибудь напишет песню о нелегкой доле певицы Вероники Пушиной. А пока она исполняет песню Арнольда Баджаняна на стихи Евгения Евтушенко «Не спеши». Если я вдали, если
Отца у Муслима отняла война. Магомед Магомаев, театральный художник, ушел на фронт добровольцем и погиб за 9 дней до победы. Мама, красавица Айшет Магомаева, была актрисой и постоянно гастролировала, работала в театрах разных городов. В ее жилах текла адыгейская, и турецкая, и русская кровь. Дед Муслима Магомаева, тоже Муслим Магомаев, был одним из основоположников азербайджанской классической оперы. Не этот легендный коктейль предопределил особенную одаренность Муслима. В нашей программе знаменитый ноктюрн Арно Бабаджаняна. Играет оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков, партия фортепиано Сергей Телин.
композитором, а стали певцом. Скажите, как это произошло? Дело в том, что, рассчитывая на то, что я буду продолжать дело своего деда, родители определили меня в музыкальную школу 10-летку по классу композиции. А к 10 годам я уже продемонстрировал на экзамене свои собственные сочинения. Многие были очень довольны, но, к сожалению, это длилось недолго. Однажды, когда я посмотрел какой-то итальянский музыкальный фильм, и во что бы то ни стало решил научиться петь. Голос у меня был детский, и к тому же очень резкий и неприятный. Недаром, кстати, меня все время выгоняли из школьного хора. Но я не сдавался. Стесняясь петь при ком-нибудь, я запинался в пустой комнате или уходил на берег моря, и там яростно терзал свою любовь. Так продолжалось года 2. Но однажды мое пение в пустом классе школы подслушала моя учительница. И, к моему удивлению, она растрогалась и сказала, что когда будет мой первый сольный концерт, она надеется, что я не забуду ее и пошлю ей билеты в первый ряд. Оказывается, к тому времени у меня уже произошла мутация голоса, и он из детского неприятного превратился в баритон. Из интервью последних лет. Хорошо, что скучать не приходится. Я, например, никогда не думал, что смогу освоить компьютер. Мне сказали, попробуйте, просто для интереса. Вначале поставил программу, чтобы записывать музыку. Процессор подсоединен у меня к клавишам, которые могут заменить любой инструмент.
а потом потихоньку и в интернет вышел. В интернете певец создал свой персональный сайт, который до сих пор объединяет поклонников его творчества со всего мира. Дело его живет, и песни его живут. Музыка Арнольда Баджаняна. Стихи Александра Дмаховского «Сердце на снегу». Художник, писатель, композитор, а главное певец, великий певец. Голоса, равному ему по красоте, не было на нашей эстраде, нет и, наверное, никогда не будет. Сегодня мы попытались понять, кто же он на самом деле, этот великий артист. И все равно в сердце каждого из нас останется свой Магомаев. Муслим, вы поете арии, романсы, песни. Какой жанр вокальной музыки вы предпочитаете? Я люблю музыку хорошую, вне зависимости от жанра. Мне нравится строгость, элегантность классики, задушевность лирической и гражданственность патриотической песни. Я люблю импровизации джаза и задор ритма. Но больше всего в жизни я люблю петь.
смотреть в зал и видеть, как люди слушают. И нет большего счастья для исполнителя, чем счастье доставлять радость своим искусством. И если бы какая-нибудь добрая фея представила мне возможность жить с самого начала, я бы вновь стал певцом. Класс преподавателя пришли поддержать ученики. Ивана Буха, Александр Никишин, Артемий Прозоров, очаровательная несравненная Вероника Пушкина. Оркестр «Золотая мелодия» под руководством Ивана Макарова.
Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что оценили наш скромный труд. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал сегодня участие в день памяти величайшего певца современности Муслима Магомаева. Это имя, это не звание, это имя человека, имя певца, имя, я не буду говорить Бога, но он был Бог. В пении он давал по 3 концерта в день, это знаете, как тяжело. Но он не щадил себя никогда. И поэтому и никогда ни у кого ничего не просил. И мы, насколько смогли, прикоснулись к этому величайшему таланту, величайшему. А насколько это у нас получилось, судить вам. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. Низкий вам поклон. И всем принимавшим участие в этом концерте спасибо. Спасибо. Ну поцелуй же ты